Здравствуйте. Оглашается резолютивная часть решения суда. Специализированный межрайонный административный суд Западно-Казанской области в составе судья Ахмедовой, секретаря Сарсеновой, рассмотрев в открытом судебном разбирательстве административное дело по иску местного общественного объединения Западно-Казанское движение независимых наблюдателей жилья, участковой избирательной комиссии по избирательному участку номер 440 Уральска, город Уральска, об оспаривании протокола результатов голосования в неочередных выборах президента Республики Казахстан от 20 ноября 2022 года решил удовлетворение административного иска местного общественного объединения Западно-Казанское движение независимых наблюдателей жилья, участковой избирательной комиссии по избирательному участку номер 440 города Уральска об оспаривании протокола результатов голосования в неочередных выборах президента Республики Казахстан от 20 ноября 2022 года отказать. На решение может быть подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурором судебной коллегии по административным делам Западно-Казанского областного суда через СМАЗ ЗКО в течение 3 дней со дня вручения копии решения. Я прошу присаживаться. Суд разъясняет судебный акт. Итак, уважаемые участники административного дела, мы 2 дня, даже 3 дня, рассматривали данное административное дело и установили следующие обстоятельства. Истец указывает на 2 основания незаконности протокола, который являлся предметом оспаривания. Первое основание – это тот факт, что при заполнении бланка протокола при подсчете итоговых голосов участковой избирательной комиссии членами не были внесены 2 кандидата, за которых при подсчете голосов было подано 0 голосов, и, соответственно, тем самым члены комиссии нарушили законодательство о выборах. Вторым основанием было указано тот факт, что напротив каждого кандидата, где проставлены были цифровые значения результата голосов, данные цифровые значения не были продублированы прописью. Действительно, к исковому заявлению истец приложил протокол, который был предметом изучения. В ходе судебного разбирательства от ответчика, который иск не признал, были представлены следующие доказательства. Был представлен протокол с отметкой о необходимости внести исправления. Данный протокол был представлен новый протокол, изготовленный 20 ноября 2022 года, в котором были указаны все сведения, необходимые в соответствии с законом о выборах. А именно были все указаны 6 кандидатов, но при этом мы установили, что не менялось ни числовые значения результатов голосов, просто были добавлены 2 кандидата, напротив которых были указаны, что за каждого из них было подано по 0 голосов, и напротив каждого цифрового значения было продублировано цифровой подписью. В свою очередь, представитель истца поставил под сомнение факт того, что данные документы могли быть изготовлены именно в тот период до официального публикования результатов голосования на всей территории Республики Казахстан. Проверяя доводы участников процесса, суд заслушал ряд свидетелей. В частности, это свидетель Джамалиев, свидетель Жумалиев и Курмангалиев, которые были непосредственными участниками действий, которые проводились 20 ноября и 21 ноября. Свидетели показания были противоречивыми. Каждый свидетель давал показания, которые некоторые разнились друг от друга. Но важно что те сомнения, на которые указываете вы, представители СА, как на факт того, что они должны быть истолкованы в пользу вас, суд не может принять их во внимание по той причине, что данный факт не влияет на правильность подсчета голосов на избирательном участке и, соответственно, не может повлиять на итоги голосования в целом. Каких-либо доказательств, подтверждающих факт подтасовки, подлога бюллетеней, либо фальсификации документов в судебном заседании установлено не было. Претензий к правильности подсчетов голосов вы, как представитель СА, нам заявили, что не имеете. Голоса избирателями в отношении 2 кандидатов, именно Абдина Уизваева, на данном земельном участке не отдавались избирателям. При таком положении дел суд приходит к выводу, что признание итогового протокола участковой избирательной комиссии номер 440 по тем основаниям, по которым вы указываете в исковом заявлении, незаконным, при результате голосования за кандидатов Абдин и Ауизбаева равно нулю не сможет повлечь восстановление их нарушенных прав.
и законных интересов, а напротив может повлечь нарушение прав и законных интересов других кандидатов, за которых граждане города Уральска отдавали свои голоса. Решение суда понятно? Судебное заседание объявляется закрытым. Решение суда вы можете получить сегодня, при желании, можете получить в понедельник, как желаете. У вас 3 дня с момента получения, нас с вами, да, вот сегодня. До свидания. Ясно.